Всем привет из солнечного Сочи. Декабрь месяц. Эстосадок. Вот такая красота. Сегодня какое там 17 декабря. Приехали на ласточке из Адлера в Розу Хутор. Потом добрались до Эстосадка и гуляем, ходим, наслаждаемся природой, видами. Сегодня здесь +3. Вон стоят эти Яндекс машины. Доставка. Сыроварня, ресторан, такой как и в Адлере. Посмотрим меню. Меню. Отель Marriott, 5 звезд, он с левой стороны. Красиво. 3 дня назад здесь было +10, а сейчас вот похолодало. Спортвер какой-то. Сейчас идем обедать в наш ресторан. Дойдем сейчас, покажу, который мне ресторан здесь понравился. Доходим до торгового центра в Эстосадке, который
Там елку поставили. Сзади, по-моему, здесь можно будет сейчас пройти, посмотреть. Вот мой ресторан здесь. Сейчас пойдем посмотрим елку, а потом сходим в ресторанчик, посидим. Вон и елка виднеется. Свежо так, однако, на улице какие елки. Большая парковка. Вот здесь какой-то отель. Апартаменты К. Сейчас дойдем, посмотрим. Хорошо, что хоть дождя нету сегодня. Апартаменты К. В Марриотте 5 звезд. На новогодние праздники номера стоят от 80 тысяч сутки с завтраком. 5 звезд, там у них бассейн на улице с подогревом. О, коляска поехала. Так вот, бассейн на улице у них там с подогревом. Бассейн у них в помещении. Такие бассейны достаточно большие. Вот. 5 звезд. Там, конечно, отель у них такой именно люкс. Люкс класса. 80 тысяч за ночь. Это типа как у нас, наверное, в Крыму этот Мрия. Типа такого плана. Вот и елку уже поставили. Красота такая вот. Вот такая красота здесь. Здесь типа бар. Такие тут типа кофишки. Меню есть. Краснополянский завтрак. Красота. Воздух такой. Опа, вот такая елочка. Ну, катаются на роликах. Специально здесь подъемники он на Красную Поляну 960. Все, идем обедать. Бургер Кинг он посередине. Эти посадили
деревья недавно. Молодые. Так, ну все, продолжаем наш маршрут пеший по Эстасадку. Пообедали в ресторане «Гости». Хороший такой ресторан, интерьер красивый, спокойный, в таком в кофейном стиле, виды красивые. Кухня у них тоже отличная. Проходим с левой стороны торговый центр. Как-то называется Сочи Море Молл. А здесь забыл, как называют. Ну, что-то тоже похожее название. Вот кафешка тоже, но я здесь не был, стоит он велосипед. А, гости групп тоже. Ничего себе. Гости групп. Подъемники он поднимаются. Может, нас на машине довезут до Розы хутора. Вот такая здесь елка, мы были. Здесь красиво. Скоро открытие. Идут люди с досками. Сверха идут. Мы там выйдем, интересно. Какие-то кусты такие интересные. О, я здесь не ходил. Пройдемся здесь тоже, посмотрим. Еще какая-то кафешка.
тоже у них. Тратория 540. Там с этими с досками откуда-то. А, ну это ж подъемники здесь, да. С подъемников и прям сразу в ресторан. Там тоже какая-то кафешка. Сердце гор. Красная поляна. А, торговый центр Горький Молл. Называется. Горький Молл. Горький Молл, Горький Молл. Хинкали. Тартар. Кантри. Карти арт какой-то. Какой-то карти арт. Это с подъемников вот все. Вон подъемники вот там. И они он с оттуда все. Вон уже снег там вверху. 17 декабря. Да. Вот там они все садятся, приезжают. Лыжи с эти. Так, но нам надо двигаться в сторону Розы Хутора. Здесь еще горы обычные. Пойдем сейчас пешком. Идти, наверное, минут 20. Где-то так. Я думаю. Может 30 даже рядом с доской. Быстрее, быстрее! Не успеют сейчас перейти дорогу. Будут стоять ждать. Летом быстрее, быстрее, быстрее. Чудаки. Так, ладно, что, пойдем пешком. Красота, он впереди. Город такие, в снегу он уже. Не так уж и... Ну, уже снег спустился уже ниже. То прям шапки только были. А сейчас прям снег спустился насколько ниже уже.
Скоро же, может быть, и здесь будет снег через недельку где-то. Где-то через недельку. Да, в тот раз я когда приезжал в Сочи, я здесь был в ноябре. Снега я не застал. А сейчас вот снег увидел. В то время по-своему красиво было. А сейчас по-своему. Вот можно пешком с садка дойти до Розы Хутор. Цветы, перекресток. А вон горы тоже заснеженные. Снежочек уже. Да. О, прикольный вид, второй этаж там. Со второго этажа вид такой прикольный. Хинкали мангал. Но мы уже поели. Наелись. Да, второй этаж, там вид на горы. Как раз прикольно посидеть там. Сейчас будем переходить там чуть дальше, на ту сторону уже, на Розу Хутор. Я здесь в тот раз на велосипеде катался по садку, по Розе. Конечно, с велосипедом удобнее. Прокат, мини-маркет. С велосипедом вообще прям удобно. Можно объездить все. Да, виды, конечно, обалденные, когда здесь снег. Вот какой-то ресторан тоже с видом. По-любому второй этаж, он, если тоже вид на гора, гости тоже, ничего себе. У них и здесь кафешечка, ресторанчик с видом прикольно. Вот по этой стороне кафе-рестораны отличные. Перешли дорогу уже на другую сторону и идем, вот, наслаждаемся такими видами, просто офигительными видами. Красота какая, блин, капец, там снег, он, да. Ох, сказка зимняя. Снежочек выпал, как, и вот тоже как в сказке. Ох, он кто-то топит уже, дымок.
Как в сказке. Да. Все-таки зимой здесь по-своему хорошо. Осенью по-своему. Все вот это желтые листья, красные, бордовые, разных цветов, оттенки. Золотая осень. А зимой, конечно, по-своему, блин, красиво. Красотища. Да, виды просто фантастические. А когда снег полностью спустится, вообще представляю, чтобы без туманчика, чтобы чистая вообще была погода ясная. Вообще тут, наверное, красотень нереальная. Потому что он тут пока горы такие еще серые. А когда полностью снег спустится, то вообще будет красотища. Сейчас он там дальше будет переход на правую сторону сюда, на Розу хутор. А налево туда, по-моему, этот Газпром как-то там называется. Я туда левее ездил на велосипеде. Я с оттуда ехал. И вот так вот туда. И туда там левее уходил. Ездил там, смотрел. Пешком, конечно, здесь обойти Розу хутор, это садок, тяжело. Ну, хотя везде есть лавочки. Прошел сколько-то там, сел, посидел, отдохнул. Но, правда, в зимнюю погоду много столько не походишь. А вот, наверное, когда там плюс 15, плюс там 18, тогда лучше, когда теплее погода, тогда да, можно. А когда плюс 3, как вот сейчас, то, конечно, так себе. Ну, хотя сколько тут от Тестосадка сюда идти, сколько, наверное, минут 30, да. Красотища вообще. Просто красотища нереальная. А вот я и дошел до перехода этого. Газпром Поляна. Вот как это называется, часть. Скала. Какая-то скала. Офигительный вид просто. Офигительный.
Красотища. Вот такая вот здесь. О, пошли тут гонять теперь на самокатах. Не, лучше пешком пройтись. Полезней. Вот это коняки. Лучше пешком пройтись. Это что такое за Феррари? Да, вид, конечно, шикарнейший. Вечерний такой же. Через час потемнеет. На велосипеде. Да, надо будет как-нибудь приехать с велосипедом, покататься здесь, пофоткаться. Красотища, конечно, нереальная. Такие горы. Просто еще он тут туманчик уже слегка ушел, и теперь горы видно отчетливо. Вон вся полосата, вся эта часть в снегу. Красота. Ну что, идем дальше до Розы хутора. Минут, наверное, еще 15 нам идти. Хотя в таком темпе, как я иду, наверное, чуть побольше. Минут 20 это точно. Я никуда не спешу. Время у меня вагон. Последняя ласточка отправляется с Розы хутора в 21 с чем-то там. Так что можно гулять. Эх, какая красота. Горы такие. А сейчас вот именно часть гор уже в снегу, а часть гор еще нет. И красиво сейчас так переливается. Елочки зелененькие, без снега стоят, а там елочки все в снегу. Эх, красотища какая там. Да. Динозавры здесь есть. Гуляют вот такие вот. Или как это называется? Животное. А вот тоже. Ой, прошли. Он даже на ошейнике, на цепи. Такой вот монстр. Интересно, что это за деревья. Там что-то написано, но я отсюда не вижу. А что нам видеть, если мы можем... А, там просто для собак. Понятно. Там для собак написано все.
Я, кстати, приезжал когда осенью, вот этого ничего не было вообще. Это недавно их посадили. Скорпион. Скорпион. Красотища. Бар Джомі, смак життя. Так, сколько нам еще идти? Минут 15 где-то. 5 минут прошли. Еще минут 15 до начала, так скажем. Там, где уже начинаются эти всякие там отели, кафешки, рояль. Красиво, конечно. Зимой, да. Красиво по-своему вообще, блин. А мы все идем и идем. Вот такая красота вокруг. Уже почти дошли до перехода. Вот там вот. Наконец-то. Надо было засекти, сколько до этого места идти. Вот отель стоит. Вот этот вот. Думаю, там с той стороны, которые балконы, там вид, наверное, просто огонь. Вот даже сейчас на заснеженные горы. Надо сейчас посмотреть, что за отель, как называется. А что там по левой стороне? Сейчас будем идти по той уже набережной. Там какой-то отель есть. Азимут называется. И там, получается, он на эту сторону все. И тоже вот такой вот вид, как сейчас я иду. Вот так вот снимаю. А там с номеров вот такой вид. Азимут. Мы его будем проходить, покажу. Азимут. Вообще, наверное, лучше не с телефона снимать, потому что когда идешь, здесь стабилизация что-то или настроить надо, или надо не в руке держать телефон, а палка должна быть для телефона. А вообще лучше брать с собой GoPro и на GoPro снимать в 4К, а потом можно раз на телефон перекинуть и загружать уже. Вон, поехали. Ребята вверх, кто вверх, кто вниз поехал.
Да, о, на лошадях. Прикольно. На лошадях. А вот этот отель. Так, как же он называется? Ну, на ту сторону, наверное, не очень, а вот на вот эту сторону окна, если... Сейчас посмотрим, может у него будет название с этой стороны, а может и не будет. Сейчас глянем. Пока не видно. ЖД. А, он рядом с ЖД получается. Ну да. Рядом с ЖД. Вот такой вид. Да, виды, конечно, здесь просто огонь. Люди гуляют. Жены с колясками идут, а мужья рядом на этих самокатах. О. Да, виды, конечно, просто офигительные. Но это еще пока так. Вот когда полностью снег спустится, вот это когда часть уже тоже будет вообще офигенно. Самокатчики. Самокатчики. Отель не видно, как называется. А может, то и не отель, может, то от этого, ну, используют для ЖД, для работников. Работники живут рядом в таком доме красивом. Какая-то инсталляция такая интересная. Так, а нам куда нам? Нам прямо. Ну да. А это Альпика. Дорога впечатлений. 30 метров. Альпика. Обойдем сейчас. Наверное, уже нас снимал на минут 40, это точно. Альпика, Альпика. Да, виды, конечно, сейчас потрясающие. Роза Хутор. Дошли почти.
детская площадка. Бензоколонка. Эй, в кабинке кто там есть? Вставай на лыжи и в речку. Вставай на лыжи и прямо в речку. О, дошли до ресторана, там где перед входом бык стоит, только этот ресторан сейчас на ремонте. В тот раз я в него не попал, и в этот раз. Роза хутор. Три кони. О. Три кони. А вон с оттуда, ребята. Роза хутор. Три коня. Ха. Три кони. Ну, думаю, откроется скоро, может, к Новому году или в январе. Тут тоже какое-то здание на ремонте. Три кони. Три кони, три кони, три коня. О, я дошел до начала пути здесь. Фух. Тоже он канатка в другую сторону. Это в одну сторону, а то в другую сторону. И куда? Вот это налево. Ну тут я и не знаю даже, а это, наверное, на Розу, ну да, это на Розу, сколько там высота там, наверное, больше 1000. Там было на Красную Поляну 960, а вот это я не знаю, куда вот это вот идет, канатка, в какую часть, потому что Роза это вот там, вверху. Вот сюда, как мы идем, вот вверху, вот это, которая идет, канатка. Роза пик и все остальное. А вот с левой стороны, куда они едут, интересно. Тоже, что ли, на Розу там чего-то там. Может быть, прикольно сделали. Ребенок, он уже устал идти. Красиво. Стоят он. Эй, смотри. Красиво. А вот можно здесь, кстати, посмотреть карту. Подъемники. Азимут, вот этот отель. Азимут перекресток. Туда, тут, так. Азимут. Роза Холл. Подъемник Олимпия.
А на другой стороне какой подъемник не написано. Ну ладно. Можно будет почитать потом. Вот 2 отеля, 3 даже, но они сейчас не работают. Вот с вот этих балконов вид вот на горы, вот там обалденный. А вот мы дошли до Азимут отеля. Вот сейчас хочу зайти к ним, посмотреть номера ихние, что у них есть вообще. Парковка здесь, какой-то картинг. Картинг. Это что, здесь, в этом здании? Что ли? Картинг. Интересно. Интересно. Азимут. Алкотека. Алкотека нам не надо. Казино. Казино. О. Где же этот Азимут? С какой стороны? Там, что ли? Дальше чуть. А, ну да, он здесь, с этой стороны. Вот он, Азимут. А балкончики у него вот такие вот здесь. Интересно, интересно. И вот туда, на ту сторону видно по-любому горы. По-любому горы видно. На балкончике утром сидеть, кофеек пить. Видок такой офигительный. Так, это что такое? Ресторан Италия, первый этаж. Азимут где-то. Заход с этой стороны, я так думаю. Я так думаю, да. Сейчас зайдем, посмотрим. Азимут, Азимут. Азимут, Азимут. Ой. Вот так вот. Вокруг здесь Азимут. Так, ну, я вышел с отеля Азимут. Ходил, смотрел номера с большим балконом. Вот это, которые вот там вот 6-й этаж. Вот там вот со стульчиками. Спа у них такой слабенький. Вот, но бассейна нет там у них. Есть комната. Этот
финская сауна, бочка купельная, комната отдыха и как бы все. Такой чисто спа. Простенький, даже без маленького бассейна. Вот. Но номера на 6-м этаже прикольные, там с видом красивенным на горы. ...560 метров над уровнем моря. Высота. Ой, приблизил прям. Казино, 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 казино. Такой там дом на вверху, прикольненько. Там снег уже везде. Вот вечерняя прогулка по Розе Хутор. Вот этот отель Азимут. Вот самые верхние этажи. На 8-м этаже там маленькие балконы, она сказала. А вот 6-й этаж балконы такие чуть побольше, где можно выйти посидеть за столиком с чашечкой кофе, например, и полюбоваться заснеженными горами. Ну да, виды. Все из-за видов. Если вид на горы красивый, то и цена, естественно, там 10 тысяч, может быть и 12, и 15 тысяч в сутки. Ну и в праздники тем более. Но что-то я так понял, у них цена что-то в районе, по-моему, 12-15 тысяч за сутки с балконом, с видом на горы. Ну, это считается, у них там большой балкон. Я смотрел, номер 12-15 тысяч в сутки стоит. Ну, в обычные дни, я думаю, там цена где-то тысяч, наверное, 5-7, где-то так. В таких местах вообще, да. Оп, подъемник. Азимут, подъемник. Красиво.
Казино, казино, казино рояль. О, дошли до кафешки нашей. Сейчас попьем кофеек с каким-нибудь десертом. А вот теперь вечернее включение из Розы Хутора. Зашел в кафешечку, попил кофеек здесь с десертиком. А теперь вот идем, пока гуляем, идем в сторону этого. На автобус нам надо, чтобы доехать до ЖД, чтобы на ласточке с Розы Хутора поехать в Адлер. Всякие сувенирчики. Всякие вкусняхи продают. Базар. Красиво все в огнях, все мелькает, блымает. Так, нам надо еще где-то купальные плавки найти. И тапочки. Ну не тапочки, а эти шлепки для бассейна. Хочу записаться, забронировать на 2 дня в отеле Беларусь попасть. Там бассейн такой большой. Спа считается здесь, ну, в Красной Поляне, в Эстосадке и в Роза Хуторе считается самый большой спа. Именно там бассейн подогреваемый на улице большой. И чуть меньше там в другом корпусе большой бассейн. Он на ремонте сейчас, в конце декабря его открывают. Вот. А сейчас только работает бассейн чуть поменьше, который, по-моему, если не ошибаюсь, 2-й корпус, как мне на ресепшене рассказали. А большой сейчас на ремонте, он после 20 декабря открывается. И цены там у них сутки нормальная, как бы цена не 15, не 20 тысяч, как в некоторых 5-звездных отелях. Ну, по-моему, Беларусь считается 3 звезды, что ли, или 4. По-моему, 3 звезды все-таки. У нас ласточка на 19:30, кажется. Так что мы не спешим сейчас. Гуляем еще. Наверное, сейчас в Кант зайдем. Вот в Канте есть эти шлепки, плавки посмотреть. Шлепки, плавки посмотреть.
Гулливер, 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 Гулливер. А он этот поехал. Паровозик. Паровозик, паровозик. Камень, нифига себе, здоровый. Дым парует. Топят, топят. Баню топят. И что это у нас написано? Golden Talip. Что-то такое. Красиво вот это здесь местечко. Хорошо, так ветра нету, тихо, спокойно. Он подсвечивается вверху. Канатка. Красиво. Парует как. Прям пар такой. Почти дошли до елки. Река, конечно, льется круглые сутки. 24/7. 365 дней в году. Красиво тоже ресторан. Похоже на ресторан. Такой именно красивенький, все в огнях. Окна тоже такие именно красивые. Так, дошли до канта, дошли до елочки. Красота. Текс. Канатка, да. Тирол. Стрела. Где там наш кант? Хороший магазин такой, кант. И очки я у них сколько покупал. Классных, спортивных. И куртки тоже как красиво светится, красочно так. Вон наш кант. Пойдем в кант, сейчас сходим.
что за хутор? Вечерняя прогулка. Тут дождик капает. Так, в Канте шлепок нормальных нет, плавок тоже. Сейчас идем. Сейчас идем на этот. По левой стороне здесь снежок или дождик, непонятно. Моросит. Сейчас идем на левую сторону. Там какой-то есть магазин. Что там написано? Радиссон. Отель, что ли? Или чё? Парфум, марфум. Ладно, идем сейчас сюда. Дальше. Кафешечка прикольная. Кафе-ресторан. А, тут же еще есть, да, магазины разные, спортивные. Сейчас посмотрим. Здесь по правой стороне сейчас будем идти. Тут будут магазины. Пока время у нас есть. Пройдемся, посмотрим. Раз мы уже здесь, все равно можно купить здесь. Так, тут нету ничего такого. Паровозик назад уже едет. Как-то она сказала, магазин называется. Я его и не запомнил. Тут кроссовки. Плавок нету и шлепок тоже. Кроссовки и вещи. Как-то она, сказала мне, в Канте магазин называется. И вылетела с головы. Империо Армани. Ну, там тоже кроссовки одни. Ладно, сейчас пройдемся дальше, посмотрим. X-Store тоже тут не будет. Ну тут я был, я заходил. Нету здесь ничего. В Вогнере тоже не будет, наверное. Да нет, там кроссовки одни. Сейчас пройдем дальше, посмотрим. Да, моросит. Дождик. Моросит.
Так, вон какой-то Quicksilver. Зайдем, посмотрим. И там потом дальше еще есть какой-то Альпиндустрия еще есть. Ага. Зайдем и туда тоже посмотрим.